Бывают случаи, когда невозможно избежать выступающих излишков клея. Сейчас речь пойдет именно об этом. Это происходит, как правило, при склеивании досок по кромкам. Небольшое количество клея вдоль линии соединения показывает на интенсивность давления и прижима. Этот клей можно удалить двумя способами. Я лично предпочитаю первый. Сразу же после соединения склеиваемых частей излишки клея просто удаляются чистой тряпочкой. Ткань нужно периодически переворачивать, чтобы минимизировать любой доступ влаги на поверхность. Таким образом, мы не снижаем прочность клея, а сам он не остается в порах древесины, что сильно усложнило бы нам последующую отделку. Клей в порах на поверхности древесины является признаком того, что вы изначально использовали слишком много клея, что и создало вам проблемы при очистке поверхности. Второй способ состоит в том, чтобы удалить излишки клея скребком или ножом до того, как он застынет. В этом случае важную роль играет скорость, так как клей может впитаться в поры древесины. Ну и конечный критерий — это внешний вид дерева перед отделкой. Эффективный способ заключается в протирании поверхности тканью, смоченной white спиритом. Пятна клея будут видны на блестящей поверхности, так как White Spirit не впитывается в участки с остатками клея. Теперь вы нашли пятно, White Spirit быстро высох, и клей можно просто удалить.